Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В этом году состоялся 55-й юбилейный трудовой семестр студенческих отрядов Якутии. Студенты ударно потрудились на многих значимых для региона стройках, приняли участие в ликвидации последствий летнего паводка и благоустраивали населенные пункты. О главных итогах трудового семестра и что дает молодым людям участие в движении студотрядов, расскажет гость студии. Айсен Соловьев, руководитель Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Айсен, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько бойцов было охвачено в этом году студотрядовским движением и на каких направлениях были задействованы эти самые бойцы? На текущий год глава республики Айсен Сергеевич Николаев поставил перед нами задачу организовать работу 2500 студентов в летнем трудовом семестре. И с данной задачей мы справились. В 2022 году по линии студенческих отрядов организовано 2512 студентов. Они работали в основном по направлению строительства, то есть работали в строительных отрядах. В общем и целом у нас работа ведется по направлениям. То есть это строительные отряды, работа также ведется по сельскохозяйственным отрядам, где они там работали на сельхозугодиях, по сбору лиственного чая, по рыбообработке, рыбопереработке на заводах Дальнего Востока. Наши педагогические отряды в этом году наконец-таки восстановились после пандемии и организовали летний отдых и оздоровление детей в детских лагерях. Сервисные отряды работают в гостиницах, кафе, туристических базах и так далее, и так далее. Все, что связано с гостеприимством и сервисным обслуживанием. Также есть специализированные отряды на базе образовательной организации. Это на базе СУФУ есть приемная компания, команда по заселению, отряд по повышению компьютерной грамотности. В колледже связи есть отряд по проводке оптоволоконных сетей и так далее. Если вкратце, то по таким направлениям у нас работа ведется. Есть также студенческие навигационные отряды, студенческие медицинские отряды. То есть попытаемся охватить как можно больше сфер экономики и как можно больше возможностей дать для самих студентов работать. Но это действительно очень большой охват практически каждой сферы деятельности жизни. Но география вашей деятельности проходит только на территории республики или где-то за ее пределами? Мы в первую очередь пытаемся охватить как можно больше рабочих мест на территории республики, потом уже принимаем участие в межрегиональных, окружных и всероссийских трудовых проектах. В этом году было даже участие в международной студенческой стройке, которая как раз таки проводилась на территории республики, на объектах ПАО «Газпром». В Ленском районе на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении была организована международная стройка, где приезжали наши коллеги с дружественной Белоруссии. Мы, получается, там объект достаточно большой, порядка 600 бойцов с разных регионов со всей страны практически там работали. Также были организованы межрегиональные окружные проекты Дальнего Востока на территории Камчатского края, Сахалинской области, где наши принимали участие на рыбообработке, рыбопереработке. Наши сервисные отряды выезжали в Краснодарский край, в Республику Крым. Они работали в гостиницах и предприятиях розничной торговли. А что насчет финансирования? Возникали ли проблемы с этим вопросом? Довольны ли бойцы студотрядов заработком? И как вообще решались в целом вопросы, связанные с финансированием? Заработная плата с каждым годом увеличивается, то есть некая такая тенденция просматривается, и в зависимости от направления, то есть уровень заработной платы, он везде разный. То есть в строительных отрядах они могут получать вплоть от 26 до 70 тысяч, допустим. То есть все зависит от нормы выработки, от видов работ, которые они выполняют, от объемов работ, от их квалификаций. На рыбообработке достаточно тоже высокая заработная плата, но там тоже так можно прогадать, можно не прогадать. То есть в какой-то момент, если рыбы много, можно заработать достаточно большую сумму. Допустим, есть рекорд, когда ребята заработали за 1 месяц и 3 недели сумму, которая равняется где-то 215 тысяч рублей.
Наши сервисные отряды, они тоже, ну, в принципе, в районе 35 тысяч в среднем получают в месяц. Вожатые примерно где-то тоже так же. Ну, если так вкратце по заработной плате смотреть, то так. В принципе, финансирование нашей организации, организация у нас некоммерческая. Мы живем, так сказать, и работаем благодаря финансовой поддержке в рамках грантов, субсидий. В этом году, допустим, являемся победителями грантов главы Республики Саха-Якутия, которые Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики организовывает. Вот примерно как-то так. Но в целом это достаточно достойное такое поощрение, заработок хороший. Но я уже упомянула, что вы этим летом помогли восстановить от половодья наши районы республики. Расскажите, как именно вы помогли в восстановлении? Ну, каждое такое практически стихийное бедствие студенческие отряды не проходят страной, хоть и в 2018 году, и в начале 2000-х это было. И в этом году тоже не исключение. 3 студенческих отряда в количестве 35 студентов, в основном Северо-Восточного федерального университета, были организованы и направлены в 3 населенных пункта Верхоянского района. Они работали, в первую очередь, по адресной помощи населению, по просушке фундаментов домов, по демонтажу пола, монтажу пола, утеплению самих жилых зданий и так далее. То есть максимально ребята были нагружены работой прямо с раннего утра до позднего вечера. А насчет благоустройства территории, в каких населенных пунктах потребовалась ваша помощь в этом вопросе? В этом году ежегодно по линии Министерства по делам молодежи организовывается конкурс на выдачу субсидий муниципальным образованием. И в этом году 160 бойцов были организованы благодаря такой поддержке. И в 10 населенных пунктах, если память не изменяет, были организованы данные студенческие отряды. Они занимались благоустройством, подготовкой объектов к СФУМХО, к молодежному фестивалю Табыс, к юбилейным мероприятиям. То есть, и такими наиболее важными такими аспектами видов работ, которые имеются в самом населенном пункте. Но хочется уточнить, бойцы каких вузов, и каких факультетов оказались самыми активными и лучшими в трудовой деятельности? Вы уже рассказали, что студенты СВФУ, в основном принимали участие. Кто еще? Мы на протяжении последних лет очень усиленно работаем с образовательной организацией среднего профессионального образования. Такие, допустим, организации, как колледж связи, медицинский колледж, колледж коммунально-строительный техникум и так далее, и так далее. Их можно перечислять бесконечно, и транспортный техникум и так далее. То есть практически с каждым у нас налажена некоторая такая система взаимодействия, с каждым мы работаем, и студенты из разных учебных заведений, они рвутся в студенческие отряды и хотят работать. Наша задача с ними получается как можно все это быстро аккумулировать и как можно больше студентам объяснять, что можно заработать в рядах студенческих отрядов и пройти, собственно говоря, и в том числе и практику свою учебную, производственную. И тем самым у нас такая возможность есть. Работаем. В количественном плане мы наблюдаем рост ежегодный. И я думаю, в следующем году у нас тоже будет организовано достаточно все на высоком уровне. Конечно, даже не сомневаемся в этом. Но движение студенческих отрядов существует уже не первый год. Наверное, скорее всего, за это время сложились уже какие-то свои традиции. Расскажите о них. О традициях, наверное, можно рассказывать бесконечно, потому что их очень много. Начиная от песен у костра и так далее, от таких ключевых мероприятий, заканчивая, собственно говоря, той форменной курткой, бойцовкой, которая на мне сейчас надета. Это допустим, одна из тех традиций, которая сохранилась по сей день. Допустим, возможно, иногда молодые люди говорят, что достаточно старомодно и так далее, то, что это сейчас уже не модно, но, как говорится в одной из песен студенческих отрядов, это куртка круче, чем Versace. Неплохо, неплохо. А как вообще налажена жизнь студентов вне трудовой деятельности?
Ну, как говорится, мы 9 месяцев работаем, чтобы 3 месяца попахать. В течение зимы мы проводим различные мероприятия, чтобы раскрывать наших бойцов, наших участников, студентов как можно масштабнее и ярче. И организовываем в том числе профессиональное обучение рабочим специальностям. То есть студент имеет возможность получить бесплатно рабочую профессию, сварщика, каменщика, бетонщика и так далее. В этом году там достаточно большое количество студентов было обучено, порядка там 800 по данному направлению. И это все благодаря поддержке правительства Российской Федерации. Они выделили субсидию на бесплатное обучение бойцов студенческих отрядов рабочим специальностям. И наш регион не исключение, мы организовали обучение. В следующем году данное обучение продолжится, и порядка, думаю, 800 тысяч студентов мы сможем тоже обучить. Хорошие цели. А как студент в целом может прийти в движение студотрядов? Записаться очень легко, через социальные сети можно нас найти, через мессенджеры. И практически в каждом учебном заведении есть наши представители студенческих отрядов. Через директоров, которые отвечают за внеучебную работу, можно тоже записаться и стать частью движения наших студенческих отрядов. Тут еще мы развиваем одно из направлений студенческих отрядов, это трудовые отряды подростков. Это старшеклассники, которые хотят в внеучебное время работать, подрабатывать. Для них, с упором для них, потому что там есть большая потребность у самих школьников. И в этом году, допустим, мы трудоустроили 40 школьников у себя в организации. Они работали самозанятыми и работали в качестве дворовых вожатых. В следующем году у нас планы достаточно тоже большие. Мы хотим охватить практически как можно большее количество школьников, как можно большее количество школ и организовать там, не знаю, подыскать работу и рабочие места для них и организовать у них хороший какой-нибудь трудовой проект. А школьник это от скольки лет? Мы в этом году ориентировались старше 16 лет. Я думаю, в зависимости от работы, если мы подходящую работу найдем, то можно и ориентироваться, наверное, с 14 лет. То есть любой энтузиаст, который заинтересуется и будет заинтересован в появлении работы, может найти вас в социальных сетях, написать, и вы каждому будете рады. Да, конечно. Айсен, спасибо вам большое за такое дело, которое вы делаете. Желаем продвижения, успехов, и все цели, которые вы наметили на следующий год, обязательно сбудутся. Спасибо, что пришли. Спасибо, что освещаете. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.